26-летний Ислам Газмагомаев из Гудермесского района, будучи подростком, подорвался на мине и потерял зрение. В тот момент с ним был его младший брат, который погиб от тяжелых ранений. Несмотря на пережитую трагедию, Ислам не впал в депрессию, продолжил активную жизнь. С детства любит спорт, особенно дворовый футбол. Футбольная команда «Тотально слепых» будет единственной на чемпионате в Сочи из Северного Кавказа. 5 представленных игроков за полгода с момента создания команды отшлифовали свое мастерство. Всех ребят собрал вместе тренер Рамзан Мустаев, преподаватель арабского языка в ВУЗе. Не по долгу службы, а добровольно, как он говорит, ради репутации своего народа. Вот цель такая, чтобы показать, чтобы зрячие даже и слабовидящие видели, что вот хотят здоровому физически развиваться, укрепляться, быть равными среди равных. Не говорили, что какие-то имеют у них возможности, и чтобы показать, что в нашей республике для слепых, для инвалидов создаются все условия. Вратарь футбольной команды слепых – зрячий игрок. Именно он направляет своих игроков на защиту штрафной площади. Также зрячий игрок будет стоять и у ворот соперника для координации атаки своей команды. Это обязательное условие подобных матчей. Повязка на глаза также необходима, потому что у игроков разная степень светочувствительности. Условия проведения футбольного матча «Тотально слепых» резко отличаются от обычных. С целью исключения травматизма игроков, например, вратарские ворота будут обшиты мягким поролоном. Сетка ограждения также сделана из ткани. А сам футбольный мяч игроков оснащен внутри специальными шариками, чтобы игроки слышали его передвижение на поле. Зрителям на предстоящем чемпионате в Сочи также будет запрещено громко болеть за свою команду. Это отвлекает футболистов от звука мяча и устных команд напарников. Капитан чеченской сборной уверен в своих подопечных. Команды боевой дух, так как этот дух у нас в крови, поэтому нам его не надо воспитывать в них. Все ребята настроены на победу. Вот. И я им говорю, только победа, ни шагу назад. В свободное время все игроки изучают исламскую религию, учатся в столичном медресе. Поездка на чемпионат России по футболу намечена у них на 11 ноября. Как признаются сами ребята, тьма опустилась на наши глаза, но не на сердца. Адлан Дудаев, Юсуп Забараев, Зурбагамадов. Новости.